Йогой я начала заниматься в 2015 году. В то время я еще ходила в зал, спортивный зал, и в этом зале также преподавалась йога. Тогда у меня были проблемы с ногами, с венами. Я заметила, что от тренировок в зале у меня начинается усугубляться мой варикоз. И после этого я решила прекратить занятия в зале и попробовать заняться йогой. В этом же зале была инструктор Дильноза, и я ходила к ней на йогу. Мне очень понравилась нагрузка, то есть я со спортивным прошлым, я до этого занималась в школе легкой атлетикой, я ходила 4 года, занималась волейболом, и когда я пришла на йогу, мое представление о йоге полностью поменялось, потому что я так же, как и все, думала, что йога — это просто сидеть в позе лотоса, медитировать, дышать и никакой особо физической активности. Но на самом деле, когда я туда пришла, я получила эту нагрузку хорошую, я увидела, на что способна йога, к чему я могу прийти благодаря йоге в плане физически. И плюс это еще тем не менее не будет отрицательно влиять на мое здоровье, только положительно. Тогда я осталась в йоге, я с тех пор только выбрала себе это направление. И по сей день я занимаюсь йогой сама и преподаю. Я заметила, что благодаря йоге, если именно касательно моего варикоза, дальше ухудшений не пошло. То есть улучшения, возможно, в плане варикоза были, потому что я не замечала, что дальше начали мои ноги ухудшаться, состояние моих ног. Но плюс еще к этому, помимо того, что помогло моему состоянию с варикозом, помимо этого я начала замечать, что мое тело подтягивается, становится сильнее, гибче, дыхание, потому что в йоге очень акцент уделяется большой дыхательным техникам, которые называют пранаямы. Благодаря дыхательным техникам, благодаря физическим упражнениям, благодаря концентрации внимания во время практики, я начала чувствовать себя не только физически лучше, но еще и эмоционально. Я начала осознанно наблюдать за собой, за своими ощущениями, за своим состоянием. И все это в жизни мне тоже помогало, не только на коврике, но и в жизни я начала наблюдать, реагировать на какие-то стрессовые ситуации по-другому. Я начала становиться более спокойной. Даже в плане питания постепенно я поменяла свое питание. Я сейчас вегетарианка. Раньше я была мясоедом, я много мяса ела, я любила, но постепенно я осознала, что это вредно для меня. Я перестала есть мясо, я себя сейчас прекрасно чувствую и физически, у меня и силы есть, и энергия, и гибкость появилась, и я дальше в этом направлении развиваюсь. Ну, получается, я занимаюсь йогой 10 лет, если посчитать. Не совсем регулярно, потому что первый год я занималась регулярно, потом у меня была учеба, я там на какое-то время прекратила заниматься, потом снова вернулась. И вот если так брать регулярность, то с 2020 года, начиная с 2020 и по сей день, вот у меня это регулярные практики, и я начала в 2021 году преподавать йогу. Соответственно, здесь еще больше дисциплина у меня появилась, потому что я как инструктор должна в первую очередь заниматься сама. И с тех пор, получается, регулярно я занимаюсь более 5 лет, а так начала я заниматься йогой в 2015 году. И вот с тех пор большой прогресс и большая разница. Я ее вижу, я ее ощущаю, и мои знакомые это замечают. Поэтому благодаря йоге я изменилась полностью. Я проходила курсы по йоге. В 2022 году я купила онлайн-курс
для инструкторов по йоге в Москве. Один из самых крупных центров Москвы и Европы, Прана называется. Я прошла курс и получила сертификат с правом преподавания для начинающего уровня, для легкого уровня. Потому что там курс делится на легкий, средний и продвинутый. И, естественно, зависит все от уровня твоей личной практики. Поэтому сейчас я уже думаю, что я могу и для среднего уровня, и ближе к продвинутому преподавать. Тогда это был легкий уровень. После этого в 2024 году я поехала в Индию. И там тоже прошла курс для тренеров, для инструкторов по йоге. 1 месяц курс длился. У меня есть сертификат, получается, и российский сертификат, и индийский сертификат правом преподавания. В группе у меня возрастные категории разные. У меня есть и молодые девушки, есть и взрослые, есть 50+, даже 60. И все занимаются, естественно, если они в первый раз приходят на йогу, йога должна для них быть более мягкой, потому что их тело пока не готово, они потихонечку будут учиться, потихонечку наберут и силу, и гибкость, и знания, и потихоньку можно будет дальше с ними увеличивать нагрузку. Я бы сказала, возрастная категория уже 30+ больше. То есть молодежи поменьше, конечно. Больше уже те, кто более осознанные, уже приходят именно с целью оздоровиться больше или поддерживать себя в здоровой форме. Больше так. Молодежи поменьше, да. Вообще я бы хотела сказать, что йога для всех. И изначально йогой занимались мужчины. Потом уже женщины уже в 20-м, если я не ошибаюсь, веке только начала становиться популярной для женщин. А на данный момент, да, у нас все перевернулось. У нас сейчас больше женщины занимаются йогой, чем мужчины. Хотя я считаю, что мужчины прям должны заниматься йогой. Для женщин, естественно, и для мужчин, и для женщин польза огромная. И в плане физической пользы, эмоциональной, психологической, даже духовной. Поэтому если брать физические бонусы, да, которые можно получить от практики йоги, то это улучшение состояния твоего физического здоровья, внутренних органов. Если есть какие-то определенные болезни, особенно многие чаще обращаются к йоге, когда у них начинаются боли со спиной. Многие приходят с болями в пояснице, в позвоночнике или в шее, особенно те, кто работает в офисе. И все замечают, если, конечно, это не стадия, прям уже такая серьезная форма болезни, если это в начальной стадии, то у всех есть хорошие показатели, то есть улучшается состояние здоровья, люди себя чувствуют уже легко, уже не болит спина, не болит позвоночник, шея. В основном приходят с этой проблемой. Есть люди, у которых с суставами проблемы. Тоже постепенно, как если заниматься регулярно, все наблюдают за изменениями. Состояние эмоциональное. Помимо йоги я еще занимаюсь танцами. Я занимаюсь индийскими танцами. Пришла я в индийские танцы случайно. Я ходила в посольство Индии, тогда занималась йогой там. Потом пошла на курсы хинди. И после курсов хинди решила зайти на курсы по танцам, потому что посольство Индии, они предоставляют вот эти 3 курса по йоге, по танцам и по языку. И, можно сказать, бесплатно. Я ходила на танцы, мне очень понравилось. Я с детства люблю танцевать. В школе я тоже участвовала всегда на выступлениях, когда нужны были выступления. Мы всегда участвовали. И вот теперь я вернулась спустя много лет. Получается, мне было тогда 28 лет.
когда я пришла к танцам индийским. И с тех пор я вот занимаюсь, в посольство хожу, занимаюсь танцами, участвую на мероприятиях. Когда в посольстве бывают мероприятия, мы танцуем, как ученики посольства. И это тоже очень здорово помогает расслабиться, очень хорошо в индийских танцах и координация работает. И вообще вот эта энергия от музыки, от танцев, она положительно тоже влияет на твое состояние. Если человек только приходит вообще к какой-то физической активности, естественно, ему нужно найти, во-первых, себе инструктора правильного. И иногда, и не только инструктор, но, естественно, и йогу, потому что йога тоже бывает разная. Есть более мягкая йога, более такая спокойная, есть более динамичная, более активная. Им надо начать с мягкой, такой спокойной йоги. Я бы посоветовала Айенгар-йогу. Я ее не преподаю, но у нас есть Айенгар-йога. Там используют много дополнительного инвентаря, потому что люди, которые только приходят к йоге, у них еще тело не готово, они не гибкие, у них нету силы. Им постепенно это нужно нарабатывать, используя вот как раз-таки вот этот дополнительный инвентарь. Ко мне тоже приходят новички, и я с ними занимаюсь аккуратно, постепенно, то есть нагрузку даю постепенно. Естественно, вначале им тяжело, у них там болят плечи, у них все болит, все мышцы, но постепенно тело привыкает. Если постепенно давать нагрузку, то тело привыкает. Поэтому зависит от физического состояния человека. Если есть, естественно, какие-то ограничения в плане здоровья, если есть какие-то болячки серьезные, им только йога-терапия. Им нельзя приходить на групповые занятия. Лучше заниматься индивидуально с тренером и именно делать какие-то определенные терапевтические упражнения. Потому что если они придут в группу и будут заниматься с группой, то они усугубят свое состояние и получат травмы. А если человек здоров, если это его первое занятие по йоге, но у него нет никаких физических ограничений, то с ним можно работать. Там, в группе он может просто постепенно, увеличивая нагрузку, может заниматься. Если есть какие-то беспокойства, если человека беспокоит какие-то болячки, то сначала нужно сходить к врачу, посоветоваться с врачом. И если врач даст разрешение, то тогда можно прийти на йогу. Потому что не всегда тренер, даже не всегда, а тренер не врач. У него нет медицинского обычно образования. И, естественно, тренер не может знать все в плане анатомии, физиологии. Да, мы это проходим, у нас есть курс анатомии, физиологии, но именно вот специфически, если приходить на йогу с какими-то травмами, болячками, то обязательно сначала к врачу и только потом прийти на занятия. Питание лично у меня питание интуитивное. То есть постепенно, занимаясь йогой, я сама пришла к тому, что мне хорошо есть, а что не стоит. Вот. Но вообще, естественно, лучше именно касательно питания работать с диетологом. Если человек хочет, например, похудеть или состояние здоровья улучшить, лучше обращаться к специалистам в плане диетологов. Лично я сейчас вегетарианка, я уже сказала. Я перестала есть мясо, начиная с 2020 года. И сейчас я придерживаюсь питания более здорового. То есть меньше жареной еды, больше зелени, фруктов в рационе.
Когда приходят на йогу, они в первую очередь говорят, что они хотят похудеть. И что я им говорю, в первую очередь, похудение – это только про питание. То есть нужно именно следить за своим питанием, не преувеличивать вот эту норму калорий в день, которую ты должна потреблять. Вот. А в целом йога помогает улучшать метаболизм. То есть обмен веществ улучшается, за счет этого человек подтягивается, немного снижает в весе, но, естественно, за весом нужно следить именно правильно питаясь. Я сама, когда пришла в йогу, я хотела похудеть. Но тем не менее я не меняла свое питание, то есть я питалась так же. Я заметила, да, тело мое потянулось, физически я стала сильнее, гибче, но вес у меня оставался на месте, то есть вес я не теряла. Как только я начала уже следить за своим питанием, я не считаю калорий, естественно, но я знаю, там разные есть правила, не знаю, правила тарелки и все такое. Это больше с нутрициологами надо обсуждать. Но как я вот сейчас я питаюсь интуитивно, я не ем много, но я ем достаточно для себя. И я сейчас вот чувствую, и вес я снизила, ну, и тело мое и сильнее, и физически, как бы я силу не теряю из-за того, что я меньше ем, наоборот. Чем больше ты ешь, тем больше у тебя энергии уходит на переваривание этой пищи. И смотря еще какая пища. За этим всем нужно следить, это нужно консультации брать с нутрициологами, общаться с диетологами и обязательно следить за питанием. Любой тренер, куда бы вы ни пошли, фитнес ли, я не знаю, он вам то же самое скажет, что обязательно нужно следить за питанием. Без этого вот никак. Кто бы хотел не похудеть, либо идут под нож в операцию, либо все-таки нужно приложить усилия и следить за собой. Йогой можно заниматься в любом возрасте. Даже есть детская йога. Просто единственное, лучше прийти к этому самому, когда ты уже осознанно к этому приходишь сам. И ты знаешь, для чего ты к этому пришел. А физическими упражнениями, в принципе, в йоге есть и физические упражнения, там дыхательные, есть вот медитация. Для физических упражнений, естественно, можно в любом возрасте начинать, даже вот с малых лет. По моему мнению, люди, которые приходят на йогу, занимаются там 1-2 раза, бросают, потом через полгода или там через несколько месяцев снова возвращаются, опять пару занятий позанимаются, снова бросают. Просто они не готовы к йоге. К йоге нужно подойти осознанно и знать, да, для чего ты туда пришел и чего ты хочешь от этого получить. И тогда потихоньку, если ты знаешь, для чего это тебе нужно, ты будешь приходить регулярно, будет дисциплина, будешь заниматься. Иначе это бесполезно. Вот если 1-2 раза прийти, потом долго не заниматься, от этого пользы никакой не будет. В принципе, как и в других видах спорта, дисциплина очень важна. На мои занятия, кто приходит, это в основном офисные работники. Те, кто работает в офисе, постоянно сидят в сидячем положении за компьютером. И они вот как раз-таки приходят с болями в шее, с болями в плечах, по позвоночнику, в пояснице. И после практики они замечают, что намного легче себя чувствуют. То есть для них, естественно, польза большая. Во время практики мы делаем много разных упражнений и на спину, на все тело, на все группы мышц. И они ощущают улучшение самочувствия, боли проходят. Люди, которые никогда не занимались спортом или ведут сидячий образ жизни, естественно, любой вид движения для них будет полезным.
Неважно, это утренняя разминочка, зарядка или там на природе, или дома, или у себя. Неважно где, но именно движение должно быть. Утром встал, немножко сделал упражнения легкие, разминку на суставы, да, наклоны, скручивания. Возможно, кто-то на пробежку выходит, бегает по утрам. Это все полезно. Единственное, да, нужно знать, какие упражнения и как их выполнять. Просто если ты не знаешь этого, если ты новичок, можно получить травму. И нужно делать осторожно, мягко, не резко. Резкие движения тоже могут спровоцировать, не знаю, возможно, смещение дисков, если делать, да, резкие скручивания вправо-влево. Если тело к этому не готово, если мышцы слабые. Поэтому нужно это все мягко делать, осторожно. И, естественно, лучше, если начинать с тренером, когда тебе тренер объяснит, как правильно делать, а потом ты уже спокойно можешь самостоятельно заниматься. У нас много есть залов, где можно бесплатно заниматься. Баскетбол, волейбол, гандбол, я не знаю, вот то, что я знаю. Возможно, есть и другие залы, где можно бесплатно заниматься. И туда приходят именно люди, которые живут поблизости. Возможно, другие не знают об этих залах. Возможно, нужно об этом говорить больше. Ну, а так у нас в плане спорта идет прогресс. Сейчас, вот, если сравнивать с прошлыми годами, сейчас очень много парков стало, и возможность для занятий спортом много. Просто даже пробежаться, утром выйти, дороги у нас хорошие, можно просто пробежаться, пойти в парк, подышать, сделать упражнения. В каждом парке есть у нас еще тренажеры. Вот, даже в детском парке, там, где я живу, у нас есть тренажер. Поэтому возможностей для спорта много. Остается только желание немножко усилия приложить.